Доброе утро всем, кто встречает наступивший день вместе с телеканалом «Якутия-24». В частности, программой «Утро Якутии». Мы желаем вам отлично проснуться сегодня, отлично провести день. Ну а сами, в свою очередь, обещаем сделать все возможное от нас зависящее, чтобы в течение почти что часа зарядить вас прекрасным настроением, хорошими эмоциями, чтобы, конечно же, день прошел легко. Тем более, если вы верите в утверждение, что понедельник день тяжелый, я думаю, наша помощь вам будет как нельзя кстати. 8 сентября на календаре, день недели понедельник, как я уже сказал. И вот с такими вводными мы начинаем наш эфир. Ну и, собственно, пока мы все спали, поговорим о том, что произошло за эти дни, за эти ночи. А именно на Туманном Альбионе случилось то, что заставило улыбнуться даже, наверное, серьезные юридические умы. Похоже, что вот британские коллеги решили вспомнить про знаменитых британских ученых, которые в свое время прославились своими странными заявлениями, и их уже как будто бы недостаточно, поэтому настала эра британских адвокатов. О чем я говорю? Знаменитый юрист Джонатан Каплан, который раньше защищал в суде топ-менеджеров и звезд тенниса, вдруг решил сменить профессию и написал книгу об инопланетянах на Земле. Называется она с предельной юридической точностью, не подлежит разглашению. Там и про переговоры президента Америки Трумана с пришельцами, и про тайную группу Majestic 12, и даже новая версия про Джона Кеннеди. Поэтому кажется, что секретная информация была рассекречена, ну или просто очень хорошо придумано. Так что, если вдруг инопланетяне все-таки есть среди нас, то теперь у них есть свой адвокат, и, вероятно, он даже знает, как оспорить межгалактический штраф за неправильную парковку летающей тарелки. Но инопланетяне — это что-то космическое, все-таки из разряда теорий. Мы же перейдем к более реальному, то, что нас касается. Действительно, это погода, поэтому давайте узнаем, что нас сегодня за окном ожидает. По данным гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 5 до плюс 15 градусов, в заречной группе от плюс 9 до плюс 16, в южных от плюс 9 до плюс 13, в Вилюйской группе плюс 4, плюс 13. В Нижнеленских от 3 до 11 градусов со знаком плюс, в западных от 8 до 14 градусов тепла. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 1 до плюс 14, в Янских от плюс 1 до плюс 7, на северо-западе от плюс 2 до плюс 9. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра была плюс 4 градуса, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 4 метра в секунду, а температура воздуха в течение дня будет колебаться в диапазоне от плюс 4 до плюс 14 градусов. Узнали о погоде, пришло время узнать о последних новостях, с которыми нас ознакомят наши коллеги из информационной службы. Доброе утро! Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. На ВЭФ подписали 353 соглашения на сумму более 6 триллионов рублей. Такая сумма получилась без учета соглашений, которые защищены коммерческой тайной. Об этом журналистам сообщил советник президента России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции. Также Кобяков сообщил, что в мероприятиях форума приняли участие около 8,5 тысяч участников из 75 стран и территорий. На заключительном дне Восточного экономического форума подвели итоги для Якутии. Обозначены 3 ключевых направления – бизнес, наука и туризм. Главная задача в туристической сфере – удвоить поток гостей за счет развития транспортной доступности. Уже подписаны 2 крупных соглашения о строительстве центра «Мамонта» и о создании горнолыжного курорта в Алдане. В предпринимательском блоке договоренность с крупнейшими маркетплейсами в Якутии, появятся склады «Вайлдберрис» и «Озон». Научное направление представлено подписанием соглашения об открытии в 100 школах республики физико-биологических классов и о подготовке педагогов для работы в них.
Российская вакцина против рака готова к применению. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, в конце лета агентство подало документы в Минздрав для того, чтобы получить разрешение на клиническое применение вакцины. Она отметила, что ее исследования длились несколько лет. Проведенные исследования доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении. Специалисты отмечают ее высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли в зависимости от особенностей на 60 и 80%. Вузы узнают число платных мест в ноябре. Подготовлен проект постановление правительства с правилами определения предельного количества платных мест в вузах на следующий учебный год. Напомним, с 1 сентября этого года вступил в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Количество мест на платной основе будет утверждать правительство, как и перечень направлений подготовки и специальностей, по которым эти места будут выделяться. В Миноборнауки пояснили, сегодня уровень доступности высшего образования высок. Более половины выпускников 11 классов обеспечены бюджетными местами. Ремонтные работы на площади Орджоникидзе продолжаются. На сегодняшний день подрядчик занимается заменой брусчатки, ремонтом скамеек и покраской и обновлением осветительных приборов. Завершение основной части запланированной работы планируется ко дню города. Подрядчики также провели контрольный запуск фонтана. В ближайшее время доставят новые световые конструкции и иллюстрации. Полное завершение всех работ планируется к началу июля следующего года. Работает у нас подрядная организация «Регион Сервис». Ребята ответственные. У нас перестил, получается, площади. Асфальт до этого был. Люди много жаловались, что там вот эти вот дырки латали. Битума много было. Решено было поменять на брусчатку. Также у нас проходит ремонт памятника Юнскому, покраска. Решили там подставить цепи, потому что много велосипедисты прыгают, трюки делают, ломают. Все время у нас проблема это была. Спасибо нашим коллегам из информационной службы за важные новости. А теперь давайте ненадолго переключим внимание с событий в мире на заботу о себе и своем настроении. Ведь хороший день начинается с легкости в теле и бодрости в душе. Прямо сейчас предлагаем всем отложить телефоны, отодвинуть чашки с кофе или чаем и всего на 5 минут посвятить себя себе. Наш спортивный инструктор уже ждет вас с экспресс-зарядкой, которая разгонит остатки сна и зарядит вас энергией на предстоящие дела. Доброе утро! Сегодня мы проведем экспресс-функциональную тренировку для проработки всего тела и подготовки себя к летнему сезону. Начинаем мы с вами с выпрыгиваний. Упражнение это выполняем 30 секунд. Постановка ног, колено натянуто. Работаем от носка. Руки прямые, кончики натянуты пальцы. Следим за дыханием. Темп средний, выше среднего. Закончили. Сейчас мы переходим на проработку нижней части нашего корпуса, а именно будем работать на трицепс, бицепс бедра, икроножная. Постановка ног, опорная нога мягкая. Рабочую ногу будем отводить в сторону в согнутом колене. Руки у нас будут в замке. Мах через ягодицу. Работаем на каждую ногу по 30 секунд. Корпус статичен. Чем ниже уходим в корпусе, параллель с полом, тем больше нагрузка. Выдох верхней точки. Выдох. 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 30 секунд. Закончили. Все то же самое на правую ногу. Поехали. Мах. Выдох. Выдох. Далее мы переходим на проработку грудных. Мы будем работать в отжимании классическом, широкой постановке рук. Отстраиваем корпус. Положение как в планке. Исключаем домика. Локти уводим в сторону во время жима вниз. Взгляд вниз в коврик. Работаем здесь 30 секунд. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Верхние точки. Выдох.
выдох, выдох. Темп средний, выше среднего. Контролируем поясничный отдел. Не задираем копчик в верхнюю точку. Закончили. И завершается наш комплекс мышцами брюшного пресса. В этом комплексе мы будем работать в прямом кранче. Уходим на спину. На спину мы уходим в безопасном положении, подкрутив плечи, округлив спину и уходя позвонок за позвонком в нижнюю точку. Расстановка ног, ширина плеч. Для усложнения можете установить стопу на пятки. Плечевой пояс раскрыт, руки за головой. Подбородок на полочке, взгляд прямо перед собой. В верхней точке выдох. Работаем 30 секунд. Выдох, 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 выдох. Следите за тем, чтобы ваша поясница была прижата к полу. Небольшое амплитудное движение. На каждом выдохе вы еще больше сокращаете мышцы живота. Темп средний, выше среднего. На этом комплекс завершен. Повторяйте его 4 раза. Между каждым подходом отдых от минуты до полутора. Всем хорошего дня! Всего несколько минут, и мы уже проснулись, разогрелись, и наше сердце заработало в бодром ритме. А ведь именно о нем, о нашем моторчике, который только что получил свою порцию кислорода, мы и будем говорить дальше. В современном мире забота о сердце – это не просто слова, а необходимость для каждого, кто думает об активном долголетии. Как поддерживать его работоспособность после 50, на что важно обращать внимание. Вот сейчас раскроем все секреты поддержания сердечной мышцы в тонусе, а поможет нам в этом врач-кардиолог Анжелика Винокурова. Анжелика, доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще, как меняется работа нашего главного органа внутреннего сердца после 50 лет? Какие естественные процессы, может быть, происходят в его работе, которые меняются? Ну, со временем теряется, конечно же, эластичность тканей, то есть эластичность самих сосудов. Сердце, оно претерпевает некоторые изменения. Чаще всего они связаны с тем, что оно несколько увеличивается в размерах. По большому счету за счет того, что увеличивается сердечная масса, да, то есть утолщается стеночка сердца, и в связи с этим связаны дальнейшие какие-то изменения в работе сердца. То есть могут быть нарушения проведения импульса, могут появиться какие-то нарушения ритма. И все это опосредованно может потом при длительном воздействии привести, конечно же, к сердечной недостаточности. Ну а вот на какие симптомы, то есть мы так сейчас больше научно сказали, да, там стенка увеличится и так далее. Обычный человек, как он может почувствовать, на какие симптомы стоит обратить внимание и уже подумать, что да, надо бы обратиться за специализированной помощью? Ну, конечно же, прежде всего нужно обращать внимание на свое самочувствие. Может появиться какая-то усталость, может беспокоить одышка, особенно одышка, которая возникает ночью в положении лежа. Может появиться ночной кашель, боли в груди, давящего, сжимающего характера. Могут появиться нарушения работы сердца, вот именно ощущение, что оно бьется как-то неправильно. То есть такие вот признаки, на них следует обращать внимание. И обратиться к врачу. Ну, обязательно. Как говорится, береженого Бог бережет. Да. Вот. А говоря про активное долголетие, да, все-таки мы рассматриваем сейчас в работу сердца именно уже относительно в старшем возрасте. Активное долголетие – это уже не миф какой-то, это реальность. А какие виды нагрузок оптимальны вот в возрасте там, от 50 и выше, при этом, чтобы они помогали бодриться, поддерживать себя в тонусе и не сильно вредили нашей сердечной мышце? Ну, это действительно очень хороший вопрос. То есть, получается, для человека, для того, чтобы поддерживать его тонус хороший, да, тонус сосудов, эластичность ткани, необходимо всегда соблюдать, сохранять физическую активность. И рекомендуется по полчаса в день минимум, да, какой-то средней интенсивности кардионагрузки. То есть что это может быть? Это может быть ходьба в хорошем темпе, это может быть скандинавская ходьба, занятия йогой, пилатесом, плавание тоже очень хорошо, или занятия на велотренажере. То есть такие занятия, которые не дают слишком большую нагрузку на суставы, но при этом поддерживают движение организма в целом. Такая монотонная нагрузка, да, скажем так. А при этом мы же не забываем, что основа вообще нашего самочувствия хорошего организма
организма поддержания, это, конечно же, питание. Вот как правильно организовывать питание, какие продукты, какие микроэлементы наиболее полезны для сердечно-сосудистой системы? Питание должно быть прежде всего сбалансированным, то есть оно должно быть богатым, да? То есть рацион должен быть разнообразный, необходимо исключать или же ограничивать употребление некоторых продуктов. Такие, как, допустим, жирное красное мясо необходимо ограничить, жирные молочные продукты, все жареное, копченое, субпродукты. То есть это продукты, которые богаты насыщенными жирами, и они впоследствии при длительном употреблении также могут способствовать развитию атеросклероза. Какие вещества полезны для сердца? Да? То есть это у нас калий, магний, цинк, фосфор, это омега-3 кислоты жирные. То есть такие элементы содержатся больше всего в овощах, фруктах свежих, а также в жирной рыбе, например. И здесь важно, чтобы питание было сбалансировано и разбито на приемы пищи полноценные. То есть завтрак, обед, ужин, а также необходимо иметь хорошие перекусы. Для того, чтобы получить какую-то более индивидуальную консультацию, углубленную, можно обратиться в наш центр профилактики. То есть мы находимся на Бестужева-Марлинского, 1. После обследования можно получить консультацию по питанию индивидуальную для каждого человека. То есть прям да. понять, как же теперь мне Да. питаться. Но вот говоря про медицинскую помощь, мы, конечно же, понимаем, что лучшее лечение, если что-то вдруг, это профилактика. Чтобы профилактика была успешна, надо периодически свое здоровье проверять. Вот как часто нужно проходить обследование и какие, если мы говорим про сердце? Если мы говорим о сердце, то, конечно же, минимум раз в год для людей старше 40 лет необходимо проходить клинический минимум. То есть что туда входит? Это у нас общий анализ крови обязательно, регистрация электрокардиограммы, это контроль уровня холестерина, сахара, то есть биохимический анализ крови. Необходимо контролировать также функцию почек, печени. Это тоже может отражать работу сердечно-сосудистой системы. И, конечно же, консультироваться с терапевтом хотя бы 1 раз в год по результатам своих анализов. Вот еще с сердцем где-то рядом, около и почти что за ручку стоит, это наше артериальное давление. Часто оно становится повышенным с возрастом и так далее. И тут вот вопрос такой странный, немножко, может быть, притянутый или нет. Возможно, те, кому уже 50 исполнилось и старше, эта проблема, может, и не коснется, но, вот, наверное, поколение помоложе, которое... грешок имеем такой, да, мы кофе злоупотребляем. Вот при повышенном давлении употребление кофе допустимо или допустимо ограничено, или вообще ни в коем случае? Здесь как бы тоже нужно всегда подходить индивидуально. То есть если человек очень хорошо принимает препараты и давление у него в целом контролируемое препаратами, то кофе употреблять вполне возможно. Но, конечно, в ограниченном количестве. Мы рекомендуем употреблять 1 чашечку в день. И всегда нужно смотреть все-таки за реакцией своего организма. Если при употреблении кофе достоверно будет резкий скачок давления, кофе лучше, ощутимый. Да, кофе лучше исключить. Есть также категория людей, у которых давление очень плохо контролируется, даже лекарственными препаратами. Таким, конечно, нужно исключать кофе. То есть с этим напитком надо быть поосторожнее. Да. Еще одно за в копилочку чая. Вот. Ну и еще такой момент немаловажный, да, это метеозависимость. Влияет ли, если человек метеозависимый, то есть мы в основном всегда слышим истории, как суставы ноют и так далее, а вот на сердце как-то изменения погоды могут влиять? Да, изменения погоды могут влиять на работу сердца, в частности, именно на повышение артериального давления, вообще на уровень артериального давления, так как при смене погоды меняется атмосферное давление, и при смене атмосферного давления могут быть скачки давления артериального у человека. В таком случае мы рекомендуем более тщательный контроль. То есть каждый человек, который имеет артериальную гипертензию, он прекрасно знает, как нужно контролировать давление. То есть мы рекомендуем вести дневник, утром, вечером записывать. Здесь же в моменты, когда происходит смена погоды, нужно обязательно быть очень внимательным к своему самочувствию. Если замечаются какие-то ухудшения, может быть, головные боли, головокружение, необходимо тут же провести контроль давления и обязательно держать под рукой препараты скорой помощи. Препараты скорой помощи – это у нас капотен, это нифедипин, то есть то, что прописал врач в случае, если произошел скачок давления.
Анжелика, спасибо большое за консультацию такую обширную достаточно. Многим будет полезно, кому-то на будущее полезно. Почему нет? Поэтому, надеюсь, записывали. И если что, я думаю, найти эту информацию тоже получится. В крайнем случае, всегда можно обратиться в центр. Конечно. Бестужева-Марлинского 1. Спасибо вам большое. Ну, а теперь самое время увидеть, если мы говорили про активное долголетие, принципы этого активного долголетия, как они воплощаются в жизнь. Смотрите, вот как ветераны Мирнинского района в 4-й раз срываются на акцию «Мое пионерское лето», чтобы вернуться в детство, вспомнить молодость и зарядиться энергией настоящего пионерского лагеря. С песней на устах, хорошим настроением и бодрым расположением духа ветераны будто вернулись в прошлое, в свое пионерское лето. Семен Савинов 53 года назад отдыхал в Орленке. Как сейчас помнит о летнем путешествии на самолете. Да и как такое забыть? Ведь тогда мальчику повезло лететь в кабине пилота. Нас забирал самолет «Антошка» с села Тайбахой, со всего района. Там 12 человек надо было, я 13-й был. Я в кабине с летчиков сидел рядом, в середине как раз. И здесь вот 12 лет я здесь попал. Свой корпус узнаю. Еще вот вожатых были треугольники тогда, вот домики для вожатых. А мы вот корпуса, вот это еще есть корпус. Акция «Мое пионерское лето» проходит на базе лагеря «Орленок» 4-й год подряд для ветеранов Мирнинского района от 55 лет. Мероприятие входит в программу «Активное долголетие». Распорядок дня достаточно такой насыщенный у них. Завтрак, будет у них полдник, спортивные соревнования, культурная часть, художественное отделение. То есть все серьезно, как в настоящем лагере. В пионерию ненадолго вернулись 170 человек. Сначала ветеранов ждало построение, а после пионеров разделили на художников и спортсменов. Любители рисовать остались в главном корпусе, другие отправились соревноваться в скорости и меткости. Участники тщательно готовились к мероприятию. Подбирали экипировку, придумывали кричалки и готовили номера для концерта. Многие ветераны уже не в первый раз участвуют в акции. Первый год очень прямо столько желающих было. Команды аж у нас было около 32 человек. А в этом году тоже 20 человек. Вот. Очень интересно, всем нравится. Ждем каждый год. В этом году будет 4-я смена, все спрашивают, пенсионеры наши. Несмотря на то, что дорога у нас занимает 2,5 часа, сюда мы едем и обратно 2,5. И все уже достаточно возрастные. У нас моложе 65 лет нет ни одного в команде, но есть даже старше 80. Форма у нас всегда есть готовая, а номера у нас тоже есть готовы, потому что мы принимаем активное участие во многих мероприятиях, поэтому мы готовы как пионеры всегда. За 4 года участниками акции стали более 600 ветеранов района. На мероприятии они так же, как и в обычном лагере, находят новых друзей, увлечения, а самое главное – новые впечатления с ноткой ностальгии о пионерском лете, как в детстве. Мария Флоренци, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». После полезной зарядки и разговоров о здоровье и долголетии пора и о душе позаботиться. И самый простой способ это сделать – совершить одно маленькое, но очень приятное действие. Итак, прямо сегодня вечером настоятельно рекомендуем забыть о делах, отложить в сторону смартфоны и устроить самые настоящие посиделки на самой душевной территории в мире – на собственной кухне. И не удивляйтесь этому порыву, ведь сегодня день посиделок на кухне. Чем еще знаменателен этот день, узнаем далее. На календаре 8 сентября. Сегодня отмечают Международный день грамотности. По народному календарю Наталья Овсяница и Адриан Осенний. С Натальей Овсяницы на Руси начинали косить овес. Первый сноп овса по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол под образа. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их деженем, овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами.
Этот день в истории. 1504 год. Во Флоренции установлена скульптура Давида, шедевр гениального Микеланджело. 1636 основан Гарвардский университет, один из ведущих вузов США. 1801 в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. 1941 год. Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 1967 введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС. В этот день родились Ричард I «Львиное сердце», английский король, крестоносец, Наталья Гончарова, русская аристократка, супруга великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Расул Гамзатов, аварский поэт, писатель, публицист, переводчик, герой труда. Ия Нинидзе, грузинская и российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка Российской Федерации. Именины сегодня отмечают Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр и Роман. А сейчас время для нашей еженедельной зарядки для мозга. Рубрика «Говорим правильно». Сегодня нашим главным словом будет «дилемма». Часто ли вы сталкиваетесь перед сложным выбором и называете это дилеммой? А всегда ли это вообще уместно? И где поставить ударение, чтобы не ошибиться? Об этом всем узнаем сейчас. Доброе утро, дорогие телезрители! Арбуз или дыня? Качели или карусели? Что это? Дилемма или выбор? Давайте разбираться. Слово «дилемма» состоит из двух греческих корней, которые означают следующее. «Ди» обозначает дважды, а «лемма» – посылка или предположение. Из древнегреческого языка слово «дилемма» перекочевало в латинский язык, а из латинского – во многие западноевропейские языки, в том числе и в русский. В русском языке слово «дилемма» обозначает следующее. Дилемма – это сложная ситуация выбора между двумя взаимоисключающими или крайне затруднительными альтернативами. Обычно, когда говорят о дилемме, то чаще всего и тот, и другой выбор являются нежелательными. Но можно ли говорить «дилемма выбора»? На первый взгляд, такое сочетание кажется лексически избыточным или тавтологичным, поскольку слово «дилемма» уже включает в себя выбор одного или нескольких вариантов из предложенных альтернатив. А вот добавление слова «выбор» несколько меняет само значение слова «дилемма». Итак, добавление слова «выбор» к слову «дилемма», дилемма выбора, обозначает не сам выбор, а именно процесс выбора, а не просто сложную ситуацию выбора. Я надеюсь, что в вашей речи, как и в вашей жизни, дилемм будет меньше, а говорить вы будете правильнее. Всего доброго! С дилеммами в речи мы разобрались, но вот новая дилемма, куда более насущная. Как сделать так, чтобы в кошельке к концу месяца не было пусто? Если для вас это актуальный вопрос, следующая рубрика для вас. Говорить правильно важно, а считать деньги необходимо. Переходим от правил языка к правилам экономии. Узнаем, как правильно организовать свой бюджет, чтобы перестать гадать, куда же ушли все деньги. Чтобы деньги не утекали, как вода сквозь пальцы, важно определиться с финансовыми целями и постоянно держать его в голове. Пусть это будет интересное путешествие в отпуске, новая машина через пару лет или новая квартира через 10. Сформируйте резервный фонд и обязательно откладывайте туда часть зарплаты. Сумма может варьироваться от 10 до 20% общего дохода. Начните с комфортной для себя и постепенно ее увеличивайте. Составьте план ежемесячных и ежегодных трат. Так вы поймете, сколько денег обычно тратится на каждого члена семьи и на чем можно сэкономить. Чтобы контроль расходов и доходов превратился в занятное времяпрепровождение, а не рутину, можно установить на телефон и компьютер приложение, в котором будете фиксировать свои траты и доходы. Внимательно читайте ценники, трезво оценивайте маркетинговые акции. Покупайте только то, что действительно нужно. Внимательно читайте все документы, которые будете
будете подписывать. Сэкономив 20 минут на изучение условий договора, вы потратите в дальнейшем гораздо больше времени и денег на то, чтобы уладить неприятные последствия. К примеру, ваши деньги могут оказаться не на депозите в банке, а у страховой компании или у доверительного управляющего, который не гарантирует вам ни сохранения накоплений, ни получения дохода. Начните получать пассивный доход. Самый простой вариант – вклад в банке. Но если у вас уже есть финансовая подушка безопасности на черный день, то можно попробовать вложить часть сбережений, но не более 30%, во что-то более выгодное. Допустим, в паевой инвестиционный фонд. Это неплохой вариант для начала. Вам не придется становиться экспертом по инвестированию. Вашими деньгами будут управлять профессионалы. Обращаясь за услугами финансовой организации, проверяйте информацию о них на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка». Никому не доверяйте на слово, научитесь проверять факты. Это поможет вам обезопасить себя от мошенников. Много других полезных советов есть также на информационно-просветительском ресурсе Банка России «Финкульт.Инфо». Финансовая грамотность – это основа стабильности, но ничто не угрожает нашему бюджету и благополучию так, как необдуманные и противозаконные поступки. Один из самых страшных и, увы, до сих пор распространенных – это вождение в нетрезвом виде. Чем на самом деле грозит это нарушение с точки зрения закона, какие правовые и, что немаловажно, финансовые последствия ждут водителя? Все честно и без прикрас в следующем выпуске рубрики «Советы юриста». Доброе утро, Якутия! В прошлом году в России около 240 тысяч россиян были лишены водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения является грубым нарушением, посягающим на безопасность дорожного движения. Некоторые водители после застолья, вместо того, чтобы воспользоваться услугами такси, садятся за руль автомобилей, подвергая свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения огромной угрозе. В связи с этим законодателем предусмотрена суровая ответственность за такие страшные проступки. Сегодня пойдет речь о категориях ответственности, а также о видах наказания за вождение транспортным средством в состоянии опьянения. Для привлечения к ответственности инспекторы ГАИ фиксируют нарушения, а именно перемещение автомобиля или другого транспортного средства, в котором находится нетрезвый водитель. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель нетрезв, ему предлагается пройти проверку на алкотестере или в медицинском учреждении. При прохождении освидетельствования устанавливается наличие в выдыхаемом воздухе либо биологическом материале алкоголя или запрещенных веществ. Допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя 0,3 промилле или 16 сотых этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха. Итак, какая ответственность предусмотрена законом для нарушителя? Во-первых, пьяному водителю грозит административная ответственность. После отстранения от вождения и проведения медицинского освидетельствования инспекторы ГАИ, собирая необходимый пакет документов, направляют материалы в суд для вынесения постановления о лишении водителя права управления. В настоящее время наказания могут быть следующим: наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель находится в состоянии опьянения, но при этом не имеет водительского удостоверения, его ждет арест от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 45 тысяч рублей. Еще более суровым видом ответственности является уголовная ответственность. Наступает она в случае, если водитель в течение года после лишения права управления по административному делу привлекается повторно за вождение в нетрезвом виде. Наказание может быть следующим: штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, а также лишение свободы на срок до 2 лет. При этом водителя лишают права заниматься определенной должностью на срок до 3 лет. Обычно эта деятельность связана с управлением транспортными средствами. Водителям следует помнить, что при вынесении постановления или приговора они лишаются права управления на все виды транспорта, в том числе на управление самоходными машинами и другими видами транспорта. И все удостоверения на право управления необходимо сдать в уполномоченные органы в течение 3 дней, ведь именно с момента сдачи своего удостоверения начинает истекать срок наказания.
Водители, будьте осознанными и добросовестными, берегите себя и других участников дорожного движения. На этом все. До новых встреч. И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. А прямо сейчас наши коллеги из информационной службы вновь спешат рассказать о последних новостях. А мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В течение ближайшей недели отопительный сезон начнется по всей республике. В Якутске запуск тепла в многоквартирные дома и социальные объекты планируется уже сегодня. В 14 арктических и северных районах отопительный период уже начался. Решение о начале и завершении отопительного сезона принимает муниципальное образование в соответствии с установленными нормативами и погодными условиями. Россияне смогут совершать сделки с недвижимостью по биометрии. Для совершения дистанционных сделок с недвижимостью с 1 июля 2026 года можно будет использовать биометрию. При этом по опросам более половины россиян не готовы приобретать квартиру удаленно. Закон разработан Росреестром для применения при совершении сделок с недвижимым имуществом государственной информационной системы «Единая биометрическая система». Эта система содержит биометрические персональные данные физлиц, векторы единой биометрической системы и иную информацию, которая используется для идентификации. Все это должно упростить и повысить качество услуг, сократить сроки регистрации сделок. Мошенники придумали новую схему получения доступа к госуслугам. Аферист звонит жертве и, представляясь сотрудником вуза, предлагает внести сведения о полученном образовании на портале. Для этого просят назвать код из СМС от госуслуг. После того, как жертва называет код, злоумышленник получает доступ к ее личному кабинету. При этом госуслуги в СМС с кодом предупреждают, что назвать его просят только мошенники. С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Республиканский слет движения «Юнармия» подошел к концу. Он собрал больше 200 школьников из столицы и 6 районов Якутии. На протяжении 3 дней юнармейцы соревновались в строевой и общей физической подготовке, проверяли знания истории родной страны, выявляли лучшего в конкурсе «Песни из строя». Сегодня награды нашли своих обладателей. 3-е место завоевала команда Усть-Алданского района, 2-е – Вилюйский клуб «Юные патриоты». По итогам 3 дней победу одержал юнармейский отряд «Чурапча». Мне уже не впервые так занимать первые места. В прошлом году тоже заняли. Мы доказали тем, что у нас тренировки очень хорошие и упорные. Но у нас была только одна мысль – занять 1-е место. И вот все. Традиционный осенний забег для всех желающих состоялся в парке культуры и отдыха. Для любителей спорта клуб «Джулур» организовал состязания на стайерской дистанции. На линию старта вышли люди разных возрастов, начиная с 14 лет. Общее количество участников составило около 60 человек. Выявление самых быстрых и выносливых прошло в 12 возрастных группах в забегах на 5 и 10 километров. Следующий забег состоится в первое воскресенье декабря. Клуб «Джулур» существует с 1981 года. Мы проводим ежегодно по всем временам года соревнования. Сегодня соревнование называется «Осень-25». И он посвящен основанию города Якутск. Сегодня бегут 5 километров и 10. В разных комбинациях. Самое хорошее, что мы поддерживаем все возраста. И у нас есть участники очень возрастные. Даже предусмотрено за 80. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Ну а невероятные истории рождаются там, где встречаются человек и природа. Всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля приключений» открывает двери для всех, кто мечтает поделиться историями о незабываемых путешествиях. Каждая история может стать победителем и принести своему автору до 3 миллионов рублей. Подробнее о конкурсе нам расскажет сегодня Дугуйдан Винокуров, призер 1-го сезона
этого конкурса. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, вы один из первых участников конкурса. Ваш фильм получил высокую оценку в жюри, завоевав 3-е место, да, если не ошибаюсь, в номинации «Зимнее путешествие». Да. Вот. Расскажите вообще, как узнали о конкурсе и что почувствовали, когда поняли, что такого успеха ваша работа заслужила, была отмечена? Ага. О конкурсе узнал в просторах интернета. Вот. И с другом решили, что надо участвовать. То есть у нас был поход с Аймикона до Магадана на лошадях. Вот мы сняли, выпустили фильм, и вот этот фильм смонтировали и отправили на конкурс на Рутюбе. Вот. И даже не ожидали, что она войдет в тройки лидеров. Вот. А когда узнали, да, были удивлены. Ошарашены. Ошарашены, удивлены. Ну, это был хороший. Ага. Ну вот подробнее о маршруте хотелось бы узнать. То есть, да, мы знаем конечные точки Аймикон, Магадан. А вот что, ну, явно что-то вот внутри этого маршрута, и, мне кажется, ну, у жюри вызвало какой-то трепет, может быть, удивление и так далее, что, может быть, происходило, какие-то необычные ситуации, непредсказуемые в том числе. Условие конкурса было не показывать, то есть моторные техники. То есть мы ехали на лошадях. Вот. Наверное, это и затронуло, то, что мы на лошадях 800 километров 40 дней ехали. То есть по сугробам снега, высокие горы, хребет Верхоянский мы перевалили. Вот. Это привлекло внимание жюри, да? Да, наверное, так. Ага. Ну вот сказали, что моторной техники не должно в путешествии использоваться, а что касается непосредственно то, на что производится съемка, при помощи чего создается фильм, какие технические средства лично вы использовали, может быть, что-то там помимо камеры, да, и что можно было, в принципе, использовать? Ну, можно было использовать, наверное, даже не могу сказать. То есть там были фильмы разного типа. То есть ребята снимали на каяках, на лодках, на велосипеде, кто-то пешком ходил. Вот. Только со второго этого сезона, по-моему, разрешили моторную технику. Если не ошибаюсь, в первом сезоне такого не было. А именно технические средства съемки, то есть... Нет, просто камера. Просто камера, да, то есть никаких... Был один фильм, то есть снят на телефоне. Она заняла первое место в летнее путешествие, по-моему. Там просто с телефона снят. Без всяких... Да, без всяких этих... наворотов. Ага. Ну, получается, что в простоте, наверное, и привлекательность в том числе. Наверное. То есть, да, что, возможно, погружение в само путешествие больше происходит через такую простую съемку. Но говоря про само путешествие, да, для тех, кто планирует зимние путешествия по Якутии, все-таки, да, вы в зимнее время передвигались и так далее. Расскажите, наверное, какие-то секреты, лайфхаки, как это называется, как не замерзнуть, что надеть, как согреваться в пути, к чему нужно быть готовым, в принципе, когда ты путешествуешь по северу зимой? Надо, когда путешествуешь в экстремальных условиях, надо надеяться только на себя. Вот. Ну, надеяться на лучшее, а ожидать все худшее. То есть надо быть готовым ко всему. Вот. И саха, человек саха не тот, кто мерзнет, а тот, кто хорошо одевается. Вот. Надо хорошо одеваться. То есть надо вести вот, именно активность. То есть если стоять или сидеть, ты замерзнешь все равно. А вот когда будешь двигаться постоянно, ты согреешься. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Да, вообще, ни на секунду. Пока ты двигаешься, ты греешься и живешь. Ну, говоря про путешествие уже вот для вас лично, я думаю, это не единственное путешествие, какое-то долгое для вас было. Расскажите, наверное, может быть, о любимых местах путешествия по Якутии и какой бы маршрут, может быть, рекомендовали бы тем, кто, ну, вообще, может быть, в том же конкурсе планирует принять участие, где бы им пройти, проехать, проплыть? Если есть люди, желающие участвовать в этом конкурсе, им надо показать самобытность именно от Республики Саха. То есть Ленские столбы можно пешие походы сделать. Там не обязательно там 40 дней, 30, буквально 3 дня хватит. Вот, спуститься на байдарках, то есть от Сина
тоже очень хороший маршрут получилось бы. Ну и снимать хороший, качественный контент. Вот. Тогда может быть шанс на победу. В принципе, неплохие варианты перечислены. И опять же, мы возвращаемся про съемку, что много ничего сильно не надо. То есть, вот пример вы приводили, что люди просто на телефон на один сняли путешествие, заняли первое место. Так что совет нашим зрителям: дерзайте, ничего не бойтесь, просто выберите в первую очередь, наверное, то, что сами хотите сделать. Где хотите пройти. Наверное, это будет так. Ну, а перейдем уже к вам. Поделились тем, что можно сделать, да, где можно пройти, где можно проехать, где можно попутешествовать в республике. А вообще, вот лично вы в ближайшее время, может быть, какие-то планируете, опять же, путешествия? В ближайшее время пока, наверное, нет. А так хотелось бы, да, проехать большие маршруты, то есть там уже не месяцы, а годы целые. То есть надо готовиться к этому. Но все равно хочу это сделать. Чисто гипотетически, может быть, где-то, ну, может, если и не в обозримом, но все-таки в будущем, может быть, где-то там и кругосветное путешествие маячит? Ну, кругосветное вряд ли, но шелковый путь, наверное, возможен. Шелковый путь? Да. Хочу на лошадях шелковый путь пройти. Мне кажется, это будет прямо вот с точки зрения историчности очень аутентично. На лошадях по шелковому пути пройти. Гуйдан, спасибо вам большое, что пришли в нашу студию, поделились и приятной новостью, хорошей, поделились советами, самое главное. Потому что, я думаю, на вашем примере многие люди... Мы сейчас живем в такую эпоху, когда мы все фиксируем хотя бы для себя. И очень часто вся эта фиксация остается в галерее, ее даже никто ни разу не просматривает. Пожалуйста, дорогие зрители, пользуйтесь тем, что вы наснимали в своих прекрасных путешествиях. И не исключено, что вы станете призером конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Тугуйдан, вам спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы, завершая наш эфир, хотим, конечно же, немножко заглянуть в будущее. Да? Сегодня слово «будущее» уже прозвучало, и мы в него заглянем. Что нам готовят звезды на всю предстоящую неделю? Где ждать удачи, где проявить осторожность, кому быть более внимательным и бдительным, а у кого все сложится просто вот как по маслу. Чтобы ваши планы точно сошлись, смотрите наш астропрогноз. Овен. Неделя пройдет на волне приподнятого настроения и активных действий. Постарайтесь головой окунуться в работу. Это непременно самым благоприятным образом отразится и на вашем авторитете, и на ваших финансах. Но родившимся до 10 апреля новые обязанности, скорее всего, покажутся обременительными. А предъявляемые к вам требования со стороны близких или коллег вызовут недовольство и протест. Телец. На этой неделе тельцов в основном ожидают только служебные удачи и приятные хлопоты и волнения в семье. Вы с удовольствием посвятите все свое свободное время любимым, детям и домашним делам. Причем порадовать своих близких станет делом чести. Но учитывайте такой факт. Любой конфликт или личная неудача в делах во многом будут зависеть только от вас. Близнецы. Весьма продуктивная неделя у близнецов. Вы будете мобильны и активны. Особенно оценят ваши действия в семейном кругу. Но в конце недели ситуация дома станет меняться. Избыток семейных проблем не даст вам расслабиться. То один, то другой член вашего семейства станет требовать к себе повышенного внимания. Рак. Для многих раков неделя удачная. Неразрешимые и запутанные задачи будут решаться без всякого труда. Но родившихся после 13 июля раков не на шутку начнут волновать дела семейные и в первую очередь отношения с близкими. В середине недели тут не все станет складываться гладко. К тому же вам предстоят еще и незапланированные траты. Лев. Неделя ответственная у июльских львов. Если в эти дни вы не скроете раздражение или начнете выплескивать на окружающих свое плохое настроение, то на следующей неделе ваше ближайшее окружение поступит с вами точно так же. У родившихся в августе, напротив, физические и душевные силы будут на подъеме, а получаемая в этот период информация окажется на редкость полезной и полной. Осталось разумно и с выгодой соединить и использовать и то, и другое. Дева.
У дев начинается благоприятное время для самореализации, но стоит быть осторожными с финансовыми вопросами и избегать импульсивных покупок, особенно во вторник и пятницу. Ожидаются успехи в карьере и выгодные предложения, а в личных отношениях возможно укрепление связи и новые знакомства. Неделя также подходит для инвестиций в себя, свое здоровье и обучение. Весы. Для весов начинается благоприятная неделя для карьерного роста и финансовых возможностей. Есть шанс проявить себя перед начальством и получить премию. В пятницу, управляемую Венерой, весы почувствуют гармонию и баланс, что сделает этот день особенно счастливым. Скорпион. В первую половину недели скорпионов ожидают финансовые риски, поэтому следует избегать активных инвестиций и внимательно перепроверять все платежи, а также умерить импульсивные покупки. К концу недели финансовое положение может выровняться, а также появятся возможности для заключения выгодных сделок. Стрелец. Стрельцы с воодушевлением приступят к выполнению своих насущных задач и осуществлению грандиозных планов. По крайней мере, в эти сентябрьские дни ваш энергетический потенциал и творческие порывы будут пребывать на максимальной отметке, а руки просто станут чесаться при виде многообещающих проектов. Козерог. Для козерогов эта благоприятная неделя пройдет на одном дыхании. Встречи, контакты, возможность всесторонне продемонстрировать свои таланты и поделиться впечатлениями сделают эти дни яркими и быстротечными. Ваша подвижность и обаяние очаруют многих людей, что позволит наладить новые выгодные связи и расширить круг общения. Водолей. У водолеев возможны неожиданные встречи романтического характера, особенно в поездках, посредством друзей и знакомых, в неформальной обстановке. Они могут стать как коротким ярким приключением, так и приятным общением с дальними перспективами. В семейных парах возможно обновление динамики. У вас с партнером появятся совместные идеи или расширится круг общения. Рыбы. У рыб возможны новые знакомства и благоприятные впечатления, но при этом необходимо сохранять спокойствие в отношениях с близкими, так как могут возникнуть трудности во взаимопонимании. Эта неделя обещает новые возможности для общения и встреч с интересными людьми. Важно произвести хорошее впечатление, чтобы завязать прочные и приятные знакомства. Ну что ж, вот такими мы настроениями встречаем наступивший день, наступивший понедельник, наступившую новую рабочую неделю. А вам, дорогие зрители, мы, конечно, желаем, чтобы день прошел налегке, на ура. Все, что вы на сегодня запланировали, обязательно сложилось так, как вы хотели, чтобы оно сложилось. Ну и еще небольшое напоминание, конечно, ну хотя не мне вам напоминать, тем не менее я это сделаю. На улице уже становится прохладно. В Якутске, например, сегодня до 14 градусов максимум прогреется температура. Поэтому одеваемся потеплее, радуемся, с последние лучики солнца пытаемся ухватить. И просто желаем вам отличного, хорошего дня. Завтра вновь мы увидимся в этой студии, встретим уже завтрашний день.